Мука, подсолнечное масло, молочная продукция, мясо говядины и баранины. С самого утра жители республики, узнав о ярмарке, приехали закупиться продуктами. По количеству людей можно понять, насколько востребована выставка. В общем, базы дики. Нахряз бухама. Ханна журт хауч ятдик мдит ха журт мир. Да хаву проблемы мухли наха. Сахама ачадик здесь. Продукты на прилавках – это результат кропотливой работы местных фермеров, аграриев и крупных компаний. Все натурально, без добавления каких-либо химикатов, произведено и выращено в Ингушетии. К примеру, мед представлен сразу на нескольких прилавках. Адам Барахович занимается этим делом уже несколько лет. Он успел обзавестись внушительной клиентурой. Банк стоит 2000. А в обыденные дни поскольку продаете? Так, 2500. Продуктовые выставки уже прошли в Малгобекском, Назрановском, Сунжемском районах. Жители республики заранее оповестили о днях и местах проведения. Кстати, снижают цены не только из-за ярмарок, но и в связи с наступлением священного Рамадана. Все овощи, фрукты мы стараемся по оптовым ценам. Сейчас время тяжелое, чтобы как-то для людей подешевле было. Вот так работаем. Картошка у нас 40, лук 40, морковка у нас была 50, капуста тоже 45. Такие цены приемлемые. Но ниже рыночных это на 20-30%. Самый ходовой товар – это, конечно же, баранина, говядина и куры. Здесь за килограмм просят 350 и 400 рублей соответственно. Главная республиканская сельхозярмарка по традиции радует покупателей широким ассортиментом и низкими ценами. Впрочем, о последнем судить покупателя. Себе купил курдюк, малину банку взял, сейчас картошку, лук. Все доступно. Спасибо всем. А цены как, ниже рыночных? Даже рублей 10 ниже, мне кажется. Все довольны, ходят, покупают. Сельскохозяйственные выставки организует Минсельхоз по указанию главы Ингушетии до конца апреля. Такие меры приняты, чтобы не допустить необоснованного роста цен на социально значимые товары. А очередные ярмарки запланированы на следующие выходные. Хава Гагиева, Магомед Дарсигов, Новости 24.